До дня выборов остается все меньше времени. Знаменитые личности страны начали призывать граждан голосовать против всех. Один из примеров – Алы Туткучев, всеми известный акын-импровизатор, которого народ стал еще больше уважать и восхищаться после того, как в День независимости Кыргызстана перед главой государства Сооронбаем Жээнбековым он исполнил песню, затронув ряд злободневных тем в республике, в частности, коррупцию на таможне. Теперь он, как оказалось, будет голосовать против всех на выборах в парламент. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мне симпатизирует одна партия. Я проголосую за нее и другим рекомендую. Если проголосуем, уйдут нынешние и придут новые лица и станут депутатами. Это партия против всех. Еще из публичных персон, высказавших, что проголосуют против всех, это заслуженный артист Кыргызской республики Сыймык Бешшекеев, а также акын-импровизатор Азамат Булганбаев. В своих социальных страницах артисты пишут, что доверия нет ни к одной партии. И поэтому выбор для них очевиден. Голосовать они будут однозначно против всех партий. Общественный фонд «Общее дело» провел социологическое исследование «Парламентские выборы глазами избирателей», которое показало, что подавляющее большинство респондентов, а это порядка 82,3%, не знают, за кого отдать свой голос на выборах. При этом на вопрос о том, за какую партию кыргызстанцы проголосуют, если выборы состоятся завтра, на первом месте стоит ответ «ни за какую», а на втором месте «не знаю». Мы, в свою очередь, также провели свой небольшой опрос среди бишкекчан. Неге? Добуш беребиз, биздин милдетибиз да добуш бергенге. Кандай партиялар сизди канааттандырып атабы азыркы партиялар? Билбейм еще. Ойлонуп көргөм. Наверное, против всех тоже. Почему? Ничего не меняется в стране, все то же самое, и не хочется голосовать заново. Так что против всех. Шайлоого катышам, бирок эч кимди шайлагым келбейт чындыгын катышам. Өлкөбүз үчүн, элибиз, жер үчүн, элибизди ойлогон, келечек муумдардын ойлогон депутаттарыбыз болсо, мен шайлоого катышмакмын. Азыр чыгып атышат, достор айтып атышат. Тиги партия 1000 сом берет, тиги партия 2000 сом берет деп голосуңду берип кой. Бирок менин оюмча ал туура эмес да. Демек сиз баарына каршысыз? Баарына каршымын. По мнению экспертов, такая тенденция голоса против всех в первую очередь связана с тем, что парламент 6-го созыва уж больно испортил свою репутацию. Более того, граждане еще злы на ситуацию во время июльского хаоса, когда народные избранники не смогли существенно помочь своему народу во время пандемии. Политологи считают, если и вправду кандидат против всех наберет больше всех голосов, то, возможно, президент внесет изменения в Конституцию, и тогда в стране будут делать упор на партийную идеологию. Что это будет большой урок для олигархов, для бизнесменов, которые для того, чтобы войти в список, дают 700, 500, 200 тысяч долларов, или лидерам политических партий, которые продают места в списке, и делать упор на идеологические партии, чтобы у нас не было вот так 300 политических партий, а были только 7-8 идеологические партии. По закону о выборах, если против всех голосует большинство избирателей, то выборы признают несостоявшимися. В течение 30 дней назначаются повторные выборы. За этот период надо провести регистрацию партий в ЦИК, остальные процедуры и назначить дату выборов. Если число голосов избирателей, поданных за список кандидатов, набравший наибольшее число голосов по отношению к другим спискам кандидатов, меньше числа голосов избирателей, поданных против всех, то проводятся повторные выборы. Эксперты также отмечают, что во всех фронтах может начаться агитация голосовать против всех. Причем это могут делать провластные партии. Они таким образом могут надеяться на сокращение количества голосов избирателей в пользу оппозиционных конкурентов, но при этом рискуют остаться и сами без определенного количества голосов. Айдаматбекова, Гульчура Казамкулов, Нью ТВ.